Добрый вечер, друзья. Итак, самые значимые моменты в спорте за последние 24 часа. Два ингушских боксера завоевали две медали на всероссийском турнире в Симферополе. Там завершили 45-е всероссийские соревнования по боксу памяти заслуженного тренера и двукратного чемпиона Европы среди боксеров-профессионалов Педро Саэса Бенедикто. Соревнования собрали спортсменов из 24 регионов России. В весовой категории до 80 кг серебряную медаль завоевал Рахим Плиев. В весе до 67 кг бронзовым призером стал Хусейн Абиев. 13 спортсменов юниорской сборной Ингушетии по дзюдо принимает участие в первенстве России среди юниоров до 21 года. В первенстве примут участие порядка 500 спортсменов со всей страны. Вместе с командой на соревнованиях находится старший тренер сборной Имранбек Габасов. Соревнования начались сегодня и продлятся до 17 ноября в Рязанской академии единоборств. На центральном стадионе Сунжи прошел региональный отборочный этап на первенство ЮФО, СКФО среди СУЗов и ВУЗов. Турнир был организован Ассоциацией мини-футбола Ингушетии. В соревновании приняли участие 8 команд. В результате напряженной борьбы в финале встретились Сунжинский пожарно-спасательный колледж и Карабулакский колледж государственной и муниципальной службы. Победитель регионального отбора был определен в серии после матчевых пенальти. Благодаря сейвам своего голкипера сунжинцы выиграли турнир. Таким образом, пожарно-спасательный колледж стал победителем регионального этапа и сыграет на окружном этапе первенства ЮФО, СКФО среди СУЗов и ВУЗов, который пройдет в Махачкале 18 по 19 ноября. И заключительная новость. Ингушский спортсмен Магомед Гадиев из Финляндии стал победителем первенства Европы Ю-23 по Муай-Тай 2024 в весовой категории до 86 кг в Косово. Это были все спортивные новости на сегодня. Спасибо за внимание.